А может, не было войны? Такие дикие мысли, наверное, многим приходили в голову. Была очередная годовщина Победы, шаблонные речи выступающих, фальшь официальных мероприятий. Как-то не вязались наши протокольные встречи с ветеранами с тем, о чем шептались на кухнях. Ложь того времени чувствовалась очень остро, потому все увлекались индейцами и рыцарством. Эти эпохи рисовались в более живых образах, чем события 40-х годов XX века. Война еще горела адским огнем в душах сотен тысяч тогда еще живых фронтовиков, а ее уже мумифицировали и положили под музейное стекло. Страшная правда войны открылась совсем недавно. Товарищ Гитлер, да, конечно, он был такой мировой чувак, но вообще он нашу Россию, нашу хотел разгромить. Адольфа Гитлера вообще очень уважаем. Нарядный чувак, устроил Вторую мировую войну. Слава богу, проиграл. Вообще, честно говоря, не уважаем вообще никак. Гитлера, как я его оцениваю? Ну, я не знаю, это был умный достаточно человек. Достаточно умный человек, который шел к своей цели. Германская политика «Дранг нах Остен» или «Натиск на восток» берет свое начало со времен Средневековья. Немецкое рыцарство, потерпев поражение в ходе крестовых походов в Палестину, обратило свое жало в сторону Прибалтики и русских княжеств. Но в знаменитом ледовом побоище Александр Невский разгромил отряд тевтонских рыцарей. Они пришли бы вновь, но дружба Александра Невского с самим ханом Батыем заставила на время позабыть о натиске на восток. Прошло несколько веков, и история повторилась, только не в виде фарса. «1941 год. Не было, наверное, более страшного, более злого времени в истории нашей страны, чем это. И дай бог, чтобы не было впредь. Немец стоял в считанных километрах от Москвы. Половина европейской части СССР была пленена, разрушена и раздавлена сапогом чужеземца, солдата крепости Европа. Так Гитлер любил называть свою многонациональную державу, состоявшую из Германского рейха, покоренных им государств и его многочисленных сателлитов. Кого только не было в рядах гитлеровских войск. Кроме немцев были румыны, итальянцы, венгры, словаки, чехи, болгары, испанцы, поляки, словом, вся Европа. Были у Германии союзники и на Востоке. Английское засилье в Иране заставляло иранских патриотов искать сближение с Германией. Немцы это тонко чувствовали и активно использовали в своей пропаганде тезис об арийском происхождении народов Германии и Ирана. Немцы забросили в Иран несколько диверсионных групп с тем, чтобы возмутить против англичан мятежные племена кашкайцев. Руководил операцией офицер СД Отто Скорцени. Военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжается. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. В 1941 году была объявлена война. Сейчас. Сердце зашлось. Таким образом, меня несколько раз забрасывали десантом под Севастополь. Очень тяжелые дни пережили тогда. Нас 6 десантников. Попали в тяжелую ситуацию.
Есть нечего. 5 дней ничего не ели. Голод. Ели червивое, разложившееся мясо животных. Очищали ножом от червей и ели. Сырое мясо ели. В 1943 году меня отправили в Иран. Абдулла Абдульманов, родной племянник классика башкирской литературы Мажита Гафури, военная специальность десантник-диверсант. Выполнял специальное задание в Тегеране в 1943 году по обеспечению безопасности встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля. Но об этом позже. 3 октября 1941 года Гитлер в официальном обращении к немецкому народу заявил об одержанной победе над Советским Союзом. «Я говорю об этом теперь потому, что знаю точно, этот противник уже сломлен и никогда больше не поднимется». Потери на самом деле были колоссальные. Сотни тысяч убитых, миллионы оказались в плену. К концу 41-го 4 миллиона советских солдат, подобно скоту, уныло брели под дулами немецких автоматчиков. Подавляющее большинство пленных не пережило зиму 41-42 годов, так как Гитлер не собирался их кормить. К весне в живых оставалось лишь чуть более 1 миллиона. В первые же дни войны Красная Армия потеряла большую часть почти 13 тысяч танков и 10 тысяч самолетов, сосредоточенных вдоль западной границы СССР. Аэродром наш стоял в Латвии, в городе Лиебава, недалеко от Риги. Все самолеты с первых дней разбомбило на месте, на аэродроме. Многих самолетов кончали гитлеровцы на аэродроме. То, что оставалось у нас самолетов, мы обслуживали их. Они летели по эскадрильям. 7 самолетов эскадрильи, в полку 21 самолет СБ-112. Они возвращались наполовину меньше обратно. Сбивали их беспощадно. Самолеты наши были не мощные, хуже, чем немецких самолетов. По-первых. Бомбить иттелер bizни, еще как. Прямо вот Нас бомбили еще как. Ночью спим, и вдруг все стекла повылетали. Шелпереме киліп атылып түсті, бізге Аллаға шүкір тимеді. Прямо около нас бомба взорвалась. Мы с девушками бросились на пол и так лежали. Әйтем бит кызлар белән идәнгә егылабыз да. Думаем, что если погибнем, так уж все вместе. Өйлешеп ятабыз. Нападение Германии было полной неожиданностью для Сталина. В 1939 году был подписан с Германией пакт о ненападении и секретный протокол о разделе Польши и Прибалтики. Риббентроп, подписывавший документы с германской стороны, говорил потом, что в Кремле почувствовал себя среди своих. Сталин выдал гестапо тысячи немецких коммунистов и членов их семей, скрывавшихся на территории Советского Союза, и обязался помочь Германии материально. Как не помочь? Ведь союзник Гитлер ведет войну с Англией. И вот такой черной неблагодарностью ответил друг Адольф. Сталин был в шоке. Главным преступником для трагедии нашего советского народа был Сталин. Первый день войны герой Испанской войны, генерал Копес, он командовал в то время Западной военно-воздушной силой в районе Киева. До обеда из его части уничтожено на земле 738 боевых машин-истребителей. После обеда этот герой застрелился, потому что ему ничего не осталось и ничего делать
вот трагедия войны как началась. Поэтому я категорически отвергаю о внезапности это ротозейство, вот так и получилось. Опыт 20 века убедил всех в необходимости моральной подготовки солдата. Если в XVIII веке любимый полководец гитлеровской Германии Фридрих II говорил, что солдат должен бояться палки ефрейтора больше, чем пули врага, то в 20 веке палочными методами трудно было заставить солдата рисковать жизнью на поле боя. Нужны были другие стимулы. Советская пропаганда была вынуждена обратиться к некогда проклинаемому прошлому страны. «Куда он лезет?» — вопрошают Мамай, Наполеон и Карл XII. «Ведь там даже мы сломали головы. Бьем, били и будем бить». Но в страшном 41-м нельзя было с уверенностью сказать, что мы будем бить. Пока была только слабая надежда. Когда нас только взяли еще, уже немцы стояли же под Москвой. Сперва не мы, молодежь, там же люди разных возрастов были, пожилые люди. Теперь, наверное, нам крышка, все, теперь до Москвы немец дошел, как его одолеть? Ну, молодежь говорила, Москва, за Москвой, если Урал лежит, за Урал, он в Сибирь, слушай, огромная страна, нас и Средняя Азия. Нас, я говорю, не только я там, все политзанятия каждый раз проводили, все-таки хоть война, но работали же политработники с нами. Мы, вообще-то, молодежь не верила. Рано или поздно победу одержим мы, потому что вспоминали войну 1812 года с французами. Они же Москву взяли, но же ничего не могли. Вот Столыпин же говорил, России можно нанести отдельные поражения, но победить Россию невозможно. Московская битва воодушевила нас, конечно. Московский фронт, мы знали, что это в конце концов поведет к тому, что наша армия немцев победит. Вот такое ощущение у нас было. Началась битва под Москвой. Тогда решалось все. Будем ли государством, будем ли нацией, будем ли, наконец, просто людьми. В общей сложности в битве под Москвой гитлеровская армия потеряла более 500 тысяч солдат, 1300 танков и 2500 орудий. Советские войска продвинулись на 250 километров на запад. Впервые за войну мы потеснили врага. Башкирские войны не раз защищали Москву от иноземных захватчиков и даже не раз освобождали ее. В аналах истории отчетливо отразилось их участие в изгнании польских интервентов в начале 17 века. В грамоте царя Алексея Михайловича читаем: «Башкиры при прежних государях бились против поляков, а в московское разорение были под Москвой, после того были на нашей службе в полку князя Дмитрия Михайловича Пожарского». Через 200 лет башкирские полки участвовали в знаменитом Бородинском сражении, а затем вместе с русской армией гнали Наполеона от Москвы. И вот в 1941 году потомки защитников Москвы XVII и XIX веков вновь оказались под ее стенами. Сказать, что в тылу было не менее трудно, чем на фронте, ничего не сказать. Советское государство выжимало из народа все соки. Газета «Красная Башкирия» гордо вела из номера в номер хронику подписки на государственные займы.
Сумма из номера в номер росла, как на дрожжах. Механизм вне экономического принуждения имел практически неограниченный ресурс. Во время войны весь оклад забирали под государственный заем. Твоего согласия не спрашивали. Сколько получил, столько и забирали. Такие тяжелые годы были. Большинство женщин ходили за сараной на Ирендек. Ирендек хорошо помог людям. Поселок Тубинский и одноименный рудник были во время войны одним из крупнейших центров цветной металлургии. Здесь добывалось золото и медь. Мужчин становилось на предприятии все меньше и меньше. На их место заступали женщины и дети, которые в прямом смысле слова стали детьми подземелий. Немногие из них прожили долгую жизнь. Люди молодыми умирали. До 40 лет еле дотягивали, потому что было сухое бурение. Пыль от бурения оседала у человека в легких. От этого силикоз бывает. Угольная пыль отхаркивается, от нее особого вреда нет. У нас же была колчедановая порода, попутно золото. Колчедановая пыль, попадая в легкие, обязательно насквозь выходит. Легкие становятся как решето. Фронтовые письма солдат. Особый источник о войне. Они достоверны по определению, хотя бы потому, что несли когда-то с собой в тыл запах пороха и гари. В них боль, отчаяние и злость ощущается почти физически. Из письма лейтенанта Резы Гизатуллина. «Здравствуй, Марат. Скоро нас выпустят и отправят. Сам знаешь куда. Передай моей маме, чтобы прислала фуфайку или свитер. Лишь бы мне не в пехоту. Так боюсь пехоты. Как можно идти в штыковую, не представляю». 11 ноября 1941 года. В штыковую ходили многие. Правда, не без поддержки пресловутых фронтовых 100 граммов. Перед боем обязательно 100 грамм дают. И это, между прочим, мудро очень придумано, потому что вот бьют из пулеметов, из минометов, бомбят сверху, ты лежишь, прижавшись к земле, думаешь, хоть бы меня миновало. И вот в то время подается команда вперед. Трезвый ведь поднимет, посмотрит, как там правее меня, налево посмотрит, еще подумает, пусть другие сперва поднимутся. Трезвый всегда так думает. А вот мы же пацаны, слушай, нам по 18 лет. 100 грамм дают. Например, я до войны даже никогда не нюхал эту водку. Теперь только молодежь это уже так. Тогда и жизненные условия не позволяли, и как-то нравственность гораздо, мне кажется, была выше. 100 грамм выпьешь, он заставляет. Вот старшина перед боем приносит стопку. Я говорю, я не пью, никогда не пил. Нет, выпьешь, у него на груди автомат, не выпьешь, сейчас застрелю. Вот. Ну, приходится, я пол-рюмки выпил. Нет, полностью, не рюмка, а стакан там. Так пришлось допить. И голова сразу что-то на душе веселее стала, что-то голова закружилась. Ну, и когда пошли в атаку, тут уж не думаешь, хоть какой бы огонь не вели, если подалась команда вперед, сразу соскакиваешь и бежишь.
Вот водка такую роль играла там. Вообще, хорошая роль. Наши отступают, немцы злые были, выпившие. Это называется психической атакой. Напьются, героями себя чувствуют, наступают. Деморализованный фронт, оккупированные территории, где местами немцев встречали как освободителей от сталинской тирании, такова была неприглядная картина 1941 года. Но и в 1942-м в плен попало более 1,5 миллиона советских солдат. Большинство из них оказались в плену благодаря бездарности командования, но некоторые попадали по иной причине. Отец и 2 родные брата за честь и вольность там легли, и под пятою супостата лежат их головы в пыли. Их кровь течет и просит мщения. Гарун забыл свой долг и стыд. Он потерял в пылу сражения винтовку, шашку и бежит. После бомбежки, значит, обстановка, значит, там, куда сбрасывали бомбу, обстановка настолько, вся земля изрыта, и биты, и убиты, наши ранены и так далее. Значит, конечно, тут раба берет так опасность. И многие, как это говорят, особенно те, которые оставили там люди, которые у них родина осталась там, за спиной у немцев, хрена, я бросаю и пошел, я вас к такой-то матери. Бросил и пошел. Кричит: Петров, вернись, пошел ты. Кто сдаваться, кто в тыл, это делать. Бросает оружие, штык в землю и пошел. Приказ 227 Иосифа Виссарионовича Сталина. Ни шагу назад. Земли советской больше нет. Отступать некуда. Приказываю солдату стрелять в бегущего офицера, офицеру приказываю стрелять в любого солдата без предупреждения, если он бросает свой боевой пост. Все. Поставили всех на место, этот приказ. Все. Теперь уже кто думает тут улизнуть, так его сейчас каждому дано право. Куда? Уже, значит, офицер вытаскивает пистолет. Ну, до 3 считаю. Не вернешься? Вопрос решен. Или просто без предупреждения, так что другим не повадно. Офицер пошел. И только с училища офицер видел, значит, там. Но не стали стрелять. Я его разжаловали, в рядовые поставили. Ты закричал мама и бежать. Младший лейтенант. И такие случаи были. Вот этот приказ настолько, он, так сказать, дал толчок там, под Сталинградом, в этот момент. Но еще раньше был издан поистине людоедский приказ Сталина номер 270, в котором отец народов предписывал не только расстреливать на месте тех, кто сдался в плен, но и лишать государственного пособия и помощи их семьи, то есть обречь их на голодную смерть. В приказе только не уточняется, кого расстреливать. Того, кто добровольно перешел на сторону врага, или того, кто там оказался по неволе. Но последних быть не должно. Ведь не могли же Сталин и его генералы расписаться в собственных ошибках. Значит, во всем виноват народ, недостойный своего вождя. Зачем же тогда его жалеть? И никого не жалели. На Руси баб много, еще нарожает солдат. Что говорить, Гитлер к своему народу относился более трепетно. Даже в 1945-м, обложенный со всех сторон как зверь, Гитлер разрабатывал планы воспроизводства численности немецкого народа в результате военных потерь. Мы должны стремиться к тому, чтобы 3-4 миллиона женщин, которые после войны не смогут выйти замуж, вступали бы в длительные связи с женатыми мужчинами для того, чтобы производить на свет как можно больше детей. Но в 1941-м рано было думать о воспроизводстве бравых германских вояк. Кто сей народ, и что их сила, и кто им вождь, и от чего сердца их дерзость воспалила, и их надежда на кого? Каждый немец, вот солдат, имеет среднее образование. Значит, они были подготовлены, вооружены хорошо, обучены хорошо, а потом нахальны.
смелы. Не знаю, а почему вот так было. Они знали, что мы молодые, у них разведка хорошо работает. Что, во-первых, мы молокососы, они же кадровые. Потом они далеко от Германии, на нашей территории господствуют. Это их преимущество было. Они сами-то здоровые, вот такие пацаны, как мы, перед ними как дети, слышали. А потом привыкли, ничего. Дрожат одряхлевшие кости земли перед боем святым. Сомненья и робость отбросьте, на приступы мы победим. Так пусть обыватели лают, нам слушать их бредни смешно. Пускай континенты пылают, а мы победим все равно. Пусть мир превратится в руины, все перевернется вверх дном. Мы юной земли властелины, свой заново выстроим дом. Какую участь гитлеровцы готовили нашему народу? В 1942 году рейхсфюрер СС Гиммлер говорил: «В ближайшие 20 лет мы должны онемечить и заселить Белоруссию, Эстонию, Литву, Латвию, Ингерманландию и Крым. Германский поток до Урала должен стать питомником германской расы, так что через 500 лет, ко времени конфликта между континентами, немцев будет уже не 120 миллионов, а целых 500-600 миллионов». Планы грандиозные. А что же будет с русскими и другими народами? Этому народу не надо давать культуру. Вполне достаточно. Во-первых, чтобы дети в школах запомнили дорожные знаки и не бросались под машины. Во-вторых, чтобы они научились считать, но только до 25. В-третьих, чтобы они умели подписывать свою фамилию. Больше им ничего не нужно. Мы станем их господами, а в случае бунта сбросим на их города несколько бомб. И дело с концом. Гитлер весьма слабо представлял себе, что находится на территории Советского Союза. Он прежде всего полагал таким образом, что все народы, населяющие бывшую Российскую империю, затем Советский Союз, не способны ни к какому государственному творчеству и рано или поздно оказываются под влиянием тех рас, которые к этому творчеству способны. С его точки зрения, норманы, да, представители исконного нордического народа, создали, по сути, в России государство. Российская империя процветала тогда, когда им руководили немцы, а после крушения монархии власть в стране захватила еврейская раса, которая и осуществляет руководство страной. Да, знаменитые слова Гитлера. Каждый большевик — это еврей, каждый еврей — это, по сути, большевик. Гитлер был ярым антихристианином и воплощением антихриста. Тем не менее, в каких-то моментах был поклонником католической церкви. Ему нравилась ее строго иерархическая организация. Но больше всего ему нравился католический догмат о непогрешимости папы. Устами папы вещает сам Бог. Культ фюрера покоился на похожей идее. Только фюрер, подобно пророку, способен изрекать истину, недоступную профанической массе. В итоге Гитлер отстранил германский генералитет от управления армией. Этому способствовали легкие победы Германии по захвату Австрии, Чехословакии, Польши и Франции, заставившие не только народ, но и профессиональных военных уверовать в непогрешимость фюрера. Эта слепая вера народа и генералов, безропотно подчинявшихся Гитлеру, несмотря на очевидную абсурдность решений последнего, и погубила, в конце концов, Германию. Немецкий историк Фест, либерального направления Йоахим Фест, справедливо пишет, что было бы, если бы Гитлер умер в 1938 году. Он полагает, что его тогда бы называли вторым Бисмарком, который, да, объединил немцев, не затратив ни одного военного снаряда, не потеряв ни одного человека. Ведь, по сути, до конца национал-социализм так и не испытывал сколько-нибудь серьезного сопротивления в немецком обществе. Из письма лейтенанта Игоря Гавриловича, 4 марта 1942 года. Здравствуй, дорогая мама.
На что только не способны эти культивированные гиены. Даю тебе слово. У меня не будет ни одного пленного. Жажду быстрой гибели врагу. Как я ненавижу каждого так называемого арийца. Хочется только одного — быть неуязвимым от глупой смерти. Обо мне не беспокойся. Буду воевать спокойно, с умом. В Башкирии внимательно следили за тем, что происходит на фронте. 21 февраля 1942 года из Уфы ушел на фронт целый эшелон продуктов питания: мясо, битой птицы, копченостей, масла, вина. Индивидуальные вагоны отправили ишимбайские нефтяники и стерлитамакские железнодорожники. Республика от души хотела поздравить героических воинов с 23 февраля, днем рождения рабоче-крестьянской армии. Артиллерию образно называли «богом войны». Пехота удостоилась не менее яркого эпитета «царицы полей». Может, это и так, но благодаря бездарным командирам пехота, как правило, становилась пушечным мясом. Это и есть страшная правда войны. Я думал, что людей у нас, наверное, больше не осталось. Кончился мужской род, думал я. Полный лес трупов наших солдат. Без рук, без ног, без головы. Оружие у немцев было сильное. В 1942 году, спасибо, и у нас появились танки, калашниковы, пулеметы. Сразу пошли изменения. Самые трудные, конечно, доставалось пехоте. Потому что ты какой-нибудь город, хоть сколько бомби с воздуха, бей из артиллерии. Но если пехота там не возьмет, это город уже, считай, не наш. Так ведь? А артиллеристам, особенно вот кто в тяжелой артиллерии служил, им гораздо легче было. Они же в тылу все время ходили. Вот, издалека вели огонь. А пехота на самой первой линии. Что у пехоты? В руках автомат или винтовка, граната. По существу больше у нее ничего нету. Вот. Если умеешь кричать «Ура!», пожалуйста. Вот. Потери очень большие. Вот идешь в бой, там 30-40 человек, прошел час-два, остается 15-20, а то и меньше. Были случаи такие, что в Венгрии мы были в противотанковом рву, приходит капитан какой-то с тыла, приказ комбата: поднимай роту, надо наступать. Он говорит: нельзя, приказываю, а то застрелю. Вторая рота, вперед. Только вышли, метров 20-30 отошли, положили. Отставить. А потом сам ушел. Не стал здесь. Когда стали ворачивать людей-то, а там уж половины их нету. Вот так было. Из письма лейтенанта Резы Гизатуллина. Март 1942 года. Здравствуй, Марат. Какие новости в Уфе? Слыхал, будто сама знаменитая Орлова и джаз Дунаевского выступали. Как бы мне хотелось побыть в родном городе. А мы лежим в окопах, в воде, промокли и с надеждой смотрим в небо. Не появятся ли наши самолеты и не разбомбят ли позиции врага? Но их как нет, так и нет. До свидания. Затем вычеркнул и рядом написал: прощайте. Летом того же 1942 года пришло извещение. Лейтенант Реза Гизатуллин пропал без вести в Сталинской области Украины. Немцы, по свидетельству фронтовиков, даже на фронте не отказывали себе в радости к жизни. Воевали без надрыва, в отличие от наших. Ночью отдыхали, в полдень обедали. В общем, все как в мирной жизни. Они вообще
как только смеркается, уже воевать не идут. Они отдыхали ночью. Их они вот повоюют сколько, снимают их туда, в баню мыться. А мы под Сталинградом в шей кормили. 2,5 месяца не мылись, не умывались, на снегу лежали. Вот где зачешется, какую надо, такую достанешь. Наши солдаты, зная нелюбовь немцев к нарушению распорядка, любили ходить в ночные атаки. Все равно чувство голода не располагает ко сну. Но и наши солдаты нередко попадались на изощренные уловки фашистов. И вот открывает поутру рано-рано кухни, вот такая вечерок, а то просто вентиляторы поставить и на нашу сторону, чтобы мы шли туда. Ну, конечно, ведь находились в голове. Да, ну, кушать хочется, а запах-то свининки там жареные, понимаете. Ну, без сомнения, находились люди. И когда мы на арбузном поле, значит, собирали арбузы, кормили-то плохо, не говорить нечего. И арбузы вот такие большие, вот каждый арбуз был пристрелен, а нам надо покушать арбуз. А он пристрелен, каждый арбуз у немцев. Вот тут опасно было. Кушать хочется, арбузик бы надо съесть. А знаю о том, что вот как-то надо вот обхитрить немца, как его отделить, чтобы тебя любил. 2-3 вокруг арбуза уже лежат застрелены. Ну, конечно, так. И зло берет, и опасность берет, и боязнь какая-то. А потом рысь, черт с ним, убьет, ну уж покушать же надо. Как ты его там откатишь, или ногой, или рукой, или как-то, знаете, или бросишь все откатишь. Ну, ты сам покушай потом. Но все равно из 3 ходили, как правило, одного всегда теряли. Белоречане, земляки старшин Осокина и Дмитриева, шли в авангарде тылового производства. Предприятия города давали фронту металл, как правило, сверхплана. Монопольно производили для всей страны метизы, проволоку, тросы. Многие предприятия республики были переориентированы на производство боеприпасов. 23 июля 1942 года немцы начали наступление в 2 расходящихся направлениях. Группа армии А шла на Кавказ, а группа армии Б – на Сталинград. Кавказская нефть стала недоступной для нужд Красной армии. Отныне важнейшее значение приобретает башкирская нефть. Центральный печатный орган республики, газета «Красная Башкирия», призывает увеличить добычу нефти. Наказ руководства страны был выполнен. Добыча была увеличена. Почти в 3 раза возросло производство бензина. Если в 1940 году в Башкортостане вырабатывалось 111 тысяч тонн этого топлива, то в 1943 году 300 тысяч. Уфимский крекинг-завод стал крупнейшим производителем авиабензина. Кем-то было подсчитано, что каждый 3-й авиационный и танковый двигатель работал на бензине, произведенном из башкирской нефти. Тем временем в советской ставке Верховного Главнокомандования готовилась Сталинградская операция, изменившая ход войны. 19 ноября 1942 года войска Донского, Сталинградского и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление. Уже 23 ноября армия Паулюса и большая часть 4-й танковой армии Гота оказались в котле. Из письма Нагимзяна Мирсаяпова. Здравствуйте, товарищ Мубаряков. Вы, товарищ Мубаряков, замечательный артист, а я ваш поклонник. В нашей части мы смотрели кинофильм «Салават Юлаев». Знали бы вы, каким замечательным получился ваш слова. Спасибо. После просмотра этой картины среди наших бойцов был большой разговор о героизме и любви к родине. 1942 год. В
В тревожные месяцы 1942 года, когда враг был на пике своего могущества, когда войска вермахта воевали на пространстве от Туниса в Северной Африке до Волги на востоке, в те страшные месяцы фильм Салават Юлаев воодушевлял солдат, давая им точку опоры в прошлом, чтобы найти себя в настоящем. Потомки Салавата отступать не умеют. Кем-то брошенный клич был тут же подхвачен башкирской кавалерией. 112-я башкирская добровольческая кавалерийская дивизия в годы Великой Отечественной войны покрыла себя бессмертной славой, став самой прославленной дивизией Красной Армии. 78 башкирских кавалеристов стали героями Советского Союза. Это абсолютный рекорд в истории войны. Ни в одной дивизии Красной Армии не было такого количества героев. Кавалерия, все-таки, особенно в начале, имела огромное значение. Вот зря говорят, когда невозможно было двигаться вперед, переходить там, скажем, болото, лес или что-то, всегда дали приказ, значит, наша дивизия должна, наш корпус должен переходить. Где техника не переходила, а кавалерия переходила. Бадриддин Мамбеткулов. Последняя съемка. 1999 год. Боевой листок одного из подразделений башкирской кавалерийской дивизии. Заголовок. Доверие Родины оправдаю. Далее. Зверство немцев не забываю ни на минуту. СССР моя мать. Сталин отец. Немецкие собаки узнали силу башкирских воинов. Я убил 15 фашистов, но этого мало. Красноармеец Шарипов. Следующий заголовок. Наши снайперы. Читаем далее. К великому празднику 7 ноября снайпер Сафаргалин убил 8 немцев, Янышев 7, Рызбаев 21. Слава башкирским снайперам! По ходу движения мы видели, что сделали немцы с нашими женщинами. Видя это, не помнили себя от бешенства. Ловили немцев и резали. Мы, кавалеристы, живьем ловили немцев и убивали. На передовой сколько их убили, и в рейдах по их тылам всех вырезали. Мы, разведчики, в окна их домов вылезали, потому что если через дверь, тогда немцы успевали оружие схватить. Потом всех выволакивали на улицу и расстреливали гуртом. Однажды один худой на меня бросился. Я его кулаком припечатал и скулу ему сломал. Я не обманываю, честно говорю. Здоровый я тогда был, кулаки как железо. За то, что они издевались над нашими женщинами, мы их тоже, издеваясь, убивали. Отрезали все, что можно отрезать. Нас трясло от бешенства, когда видели, что они творили, немцы. Сталинград. Как много в этом звуке для сердца советского солдата. Именно здесь всем стало ясно, что с немцами можно и нужно воевать, что называется, по науке, что они не сверхчеловеки и также могут терпеть поражение. Под Клубани до высоты 222 Мамаев-Курган мы уже стали оборону занимать, да? Тут уже все в войсках у нас уже все. Мы уже все знаем, кто такой немец, кто такой противник,
кто он из себя представляет. Мы уже притаскивали немцев, видели, кто он такой. Такой же, так сказать, гражданин или такой же человек, как и мы. Такие же уши, только говорить там лепечь не зачем. Тем не менее, немцы сопротивлялись ожесточенно. Плотность огня в Сталинграде была невероятно высокой. Вся земля была нашпигована металлом, так что несколько лет потом на ней не росла трава. Бои были жесточайшие. Почему? Потому что на улицах Сталинграда, которые разрушались на наших глазах, вот, танкам было очень тяжело воевать. Обзор был неважный, так, огонь вести было очень трудно, и действительно танки могли быть только подбитые или сожженные. У нас были выведены все из строя танки, 12 человек оставалось только в мотострелковом батальоне. И мы получили приказ сдать район обороны и уехать за Волгу, в район Средней Ахтубы. И крики «Ура!» застывали во рту, когда мы пули глотали. 7 раз занимали мы ту высоту, 7 раз мы ее оставляли. А можно ее стороной обойти, и что мы к ней прицепились? Но видно уж точно, все судьбы пути на этой высотке скрестились. 2 февраля армия Паулюса капитулировала. Советские войска взяли в плен более 90 тысяч солдат. Конечно, эта цифра не идет ни в какое сравнение с количеством наших потерь пленными в начале войны, но это было только начало. В конце декабря 1942 года Гитлер санкционировал отступление с Кавказа войск фельдмаршала Манштейна. Теперь немцы уже никогда не предпринимали стратегических наступлений, подобных наступлениям 1941-1942 годов. Теперь они думали лишь о неизбежности территориальных потерь, о том, как остановить советские войска на максимально выгодных для себя позициях. Гитлер в январе 1941-го заявлял своим генералам: «Сталин – властитель России, умная голова. Он хочет вступить во владение наследством обедневшей в ходе войны Европы. Его воодушевляет натиск на Запад». Итак, натиск на Запад.